ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте прошел уже ставший традиционным турнир по настольному теннису. Организаторами любительских соревнований стал НИПИ нефти и газа УГТУ, а также газета «Колокол Севера». Поучаствовать в турнире решились порядка 30 человек. Как было заявлено изначально, эти теннисные баталии не столько про профессиональные спортивные навыки, сколько про популяризацию здорового и активного образа жизни. Много можно говорить об этом, а мы своим примером стараемся показать, как это здорово, как это весело. В майские праздники не сидеть, может быть, где-то у телевизора там и есть всякие вкусности, а может быть прийти вот так вот весело вместе с друзьями, с единомышленниками, поиграть в теннис, пообщаться, для здоровья полезно, для бодрости духа. В волейбольном зале, где майские соревнования по настольному теннису проводятся уже далеко не первый раз, было установлено 5 теннисных столов. Женщины, коих оказалось меньшее количество, играли по круговой системе. Мужчин поделили на 2 подгруппы. Примечательно, что соревнования были без возрастных категорий, но в отдельной номинации участвовали ветераны и совсем начинающие любители этого вида спорта. Разница между самым юным и самым опытным участником составила 64 года. Младшему было всего 11, а старшему уже 75. Но были среди любителей истинные профессионалы. Например, чемпионка Коми Валерия Олешкевич, которая неразлучна с ракеткой уже 9 лет. Не каждый же человек может попасть на крупные соревнования. И от этих соревнований тоже есть маленькая польза. Может быть, маленький ребенок придет и захочет всерьез заняться этим спортом. В детстве у меня была проблема со зрением, а сказали то, что вот помогает очень теннис, потому что мячик туда-сюда летает, надо следить за ним. И вот действительно помогло, и получается, с 6,5 лет я занимаюсь. К слову, в прошлом году у Валерии даже не было соперниц среди дам. Пришлось спортсменке играть с мужчинами, но это не помешало ей выиграть. В этот раз она также стала победительницей, правда, уже среди женщин. В мужской группе первое место занял Виталий Семенюк, а в номинации молодежи и ветераны лучшим оказался Ярослав Дмитришин. Триумфаторов наградили грамотами и денежными сертификатами.